Крым – это целый мир в миниатюре. Он настолько многолик, что поездки в разные его концы похожи на путешествия по разным континентам. Я беру свою фотокамеру и отправляюсь в долгие прогулки по полуострову для того, чтобы самому увидеть все его исторические памятники и запечатлеть их поразительное многообразие. Этими впечатлениями хочется поделиться с каждым. Поэтому в эфире телеканала АТР приглашаю вас на прогулки по Крыму. Прогулки по Крыму с Алексеем Гайворонским. Давайте вместе откроем эту землю. В Крыму, особенно в его горной части, существует немало сел с удивительной историей. Возраст некоторых из них значительно превышает возраст целого ряда мировых столиц. Озенбаш, Байдар, Ускут, Коз и множество других древних крымских селений существуют по сей день, и о каждом из них, пожалуй, можно написать целую книгу. Наряду с длинным перечнем таких сел в Крыму можно составить и еще один список. Это будет список селений столь же древних, но до наших дней уже не дошедших. В одном лишь Бахчисарайском, например, районе в него войдут Авджикой, Адым-Чокрак, Коуш и еще десятка с два селений, которые исчезли с карты уже в 20 столетии. И сегодняшняя наша передача посвящена одному из таких исчезнувших селений – деревне Черкес-Кермен. Когда впервые видишь это извилистое горное ущелье, то трудно представить, что оно когда-то было не просто обитаемым, но и густонаселенным. Горная теснина заросла цветами и кустами, круглые пещеры в скалах выглядят словно жилища мифических гигантов, а тишину летнего дня нарушает лишь звон цикад до журчания родников. Однако старые фотоснимки показывают, что в прошлом между этими скалами стояло целое село с длинными рядами двухэтажных каменных домов, с мектебом и с мечетью, от которой остался лишь снимок ее закладной плиты. Сохранилось несколько описаний здешнего села, сделанных учеными и путешественниками в XIX веке. Вот, например, одно из них. Деревня Черкес-Кермен, населенная татарами, располагается в своеобразной расселине между двумя отвесными скалами нуммулитового известняка, поражающими как своими формами, так и уединенным местоположением. Пространства между ними едва хватает для размещения двух рядов домов с улицей посередине. Внешний вид села впечатлил и другого путешественника. «Эта деревня, зажатая среди скал, — писал он, — удивляет своим необычным расположением и конструкцией домов. Большинство из них выходит на улицу, которая является ничем иным, как длинным, извилистым коридором, по которому с неистовой силой дует ветер. Другую сторону этих жилищ образует сама скала». Построив свои жилища в столь необычном месте, люди умело использовали особенности здешнего ландшафта. Вот что рассказывает о Черкес-Кермене еще один автор, побывавший тут в 1860-х годах. Множество пещер, выгладанных снизу водою, дали повод жителям воспользоваться скалами как домашними постройками. Задний план почти всякого двора – скала, и почти в каждой скале – пещера. В одной – конюшня или хлев, в другой – амбар, кухня, погреб. К некоторым приделаны ворота, дверочки, плетни, лесенки. Постройки Черкес-Кермена давно разрушены, но ущелье все еще хранит память о своих былых обитателях. В разных местах на скалах видны контуры когда-то пристроенных к ним зданий, прочерченные водостоками и выемками для деревянных балок.
Точная дата основания села теряется во тьме веков. Тут, на дне ущелья, археологами обнаружены следы поселения 12 столетия, что уже само по себе является достаточно солидным возрастом. Но нет сомнений, что эта балка могла быть заселена и гораздо раньше. Ведь очень близко отсюда, над соседним ущельем, возвышается пещерная крепость Эски-Кермен, основанная еще в VI столетии. А по левую сторону от балки находится знаменитый грот Замиль-Коба, где обнаружены следы первых людей в этой местности, живших тут 10 тысяч лет назад. Кем же были обитатели села Черкес-Кермен? Многие краеведы считали, что ответ на этот вопрос подает само название села. Переводя Черкес-Кермен как «Черкесскую крепость», они и жители его тоже считали выходцами из северокавказской Черкесии. Однако в Крыму и в горах, и в степях есть несколько сел с подобными названиями. Черкес-Эли, Черкес-Тобай, просто Черкес. А еще чаще это слово встречается в наименованиях холмов, полян, урочищ и других природных объектов. И назывались они так вовсе не потому, что Крым был сплошь заселен кавказцами. Просто чаще всего названия селам и урочищам давались не по национальности их жителей, а по имени их основателей либо землевладельцев. А слово «черкес» в Крыму обозначало не только название народности, но также являлось и широко распространенным личным именем, известным в документах еще с ордынских времен. Потому, скорее всего, село получило название от имени своего давнего основателя, либо правителя, которого звали Черкес. Не исключено, что сам он и впрямь мог быть кавказцем, но о происхождении остальных жителей села это, увы, ничего не говорит. В 1929 году в Черкес-Кермене работал ленинградский антрополог Петров. Встретив среди жителей села немало высокорослых, светловолосых и светлоглазых крымских татар, он предположил, что часть обитателей Черкес-Кермена могла происходить от германского племени готов, населявшего Крым на заре Средневековья. Но, похоже, и с этим выводом не так все просто. Документы османских архивов показывают, что изначально большинство жителей Черкес-Кермена были христианами. Например, в 1520 году тут проживало 72 христианских семьи и всего 5 мусульманских. Но со временем число мусульман возрастало, в том числе и за счет перехода в ислам самих местных жителей. Среди различных причин, побуждавших их к этому, была и та, что христиане платили в султанскую казну больше налогов, чем мусульмане. В одном османском налоговом реестре, где фиксировались подати, взимаемые с крымских христиан, под 1652 годом приведена одна весьма интересная запись. Она примечательна тем, что в ней поименно перечислены все 18 глав христианских семейств, что проживали в Черкес-Кермене на тот момент. Послушайте, как звучали имена некоторых из этих людей. Татар-Беке Гавраил, Черкес-Бакши, Петро-Бакши, Афендике Черкес, Лефтер Озбек, Юрий Пулат, Тимурке Харадж и целых 5 человек по прозванию Алакоз. Легко заметить, что эти имена не черкесские, не греческие и не готские, а тюркские. Однако, что же это были за люди, христиане с тюркскими именами? Согласно одной из версий, они могли быть потомками тюрок-кыпчаков, поселившихся на полуострове еще до массового распространения здесь ислама и перенявших религию от Византии. Впоследствии те из них, кто перешел в мусульманство, влились в состав крымско-татарского народа, а те, кто сохранили христианство, постепенно смешались с крымскими греками. Примечательно, что среди перечисленных людей 2 носили имя Черкес. Возможно, где-то здесь кроется ключ к объяснению названия села.
Не были ли они, например, дальними потомками основателя крепости? Но, увы, два имени – это слишком мало, чтобы делать какие-то выводы. Две общины, христианская и мусульманская, проживали рядом в селе до 1778 года, когда Александр Суворов, стоявший в Крыму с войсками, приказал выселить всех крымских христиан с полуострова в Приазовские степи. Всего из Черкес-Кирмена было тогда вывезено 307 человек. И памятью о проживании здесь этих людей осталось одно очень интересное сооружение. В самом конце Черкес-Кирменской балки возвышается невысокая круглая скала. Она мало чем отличается от прочих скальных глыб, что встали по краям ущелья. Но если взойти на нее с обратной стороны, на горном склоне будут заметны вырубки ступени. Они ведут к деревянному мостику, шагнув на который, попадаешь в небольшую пещеру. Это помещение в скале являлось крошечным византийским пещерным храмом. Это, вероятно, был монастырь на окраине села, где служили несколько монахов. Местами на его стенах можно обнаружить кусочки цветной штукатурки. Кое-где они сливаются в изображения. Человеческие фигуры с нимбами, греческие буквы, орнаменты и даже узорчатое вышитое полотенце. Это остатки стенной живописи, которую храм в прошлом был сплошь покрыт изнутри. По мнению ряда ученых, эти фрески были созданы примерно в 1380-х годах. Столь древние росписи – огромная редкость для Крыма. К сожалению, разобрать большую часть сюжетов уже невозможно, потому что живопись безвозвратно уничтожена. В начале XX века исследователи еще успели зарисовать некоторые из этих изображений. И самой интересной находкой среди них оказались остатки изображения семьи. Мужчины в высокой шапке, женщины в зеленом плаще и красном платке и девушки в остроконечном головном уборе. Увы, в наши дни мы видим и на их месте лишь отдельные чешуйки краски. Эти изображения не были иконами святых, потому что у этих фигур отсутствовали круглые золотые нимбы над головами. Скорее всего, это были портреты знатного местного семейства, на пожертвование которого в скале был высечен этот храм и содержался монастырь. Наверняка где-то неподалеку от храма располагалось и родовое кладбище этой знатной фамилии. Это означает, что в Черкес-Кирмене сохранялись единственные на полуострове образцы крымской портретной живописи XIV века. Скрытые в малозаметной пещере, фрески пережили ордынскую, ханскую, османскую, царскую эпохи. Они пережили даже большевиков. За 600 с лишним лет рисунки, конечно, сильно пострадали от времени, но окончательно их уничтожил лишь туристический бум 1960-80-х годов, когда туристы-дикари жгли в храме костры и выцарапывали на древней живописи свои имена. В те же самые годы погибло и древнее село. После депортации в мае 1944 года проживавших здесь крымских татар, Черкес-Кирмен был переименован в село Крепкое. Но дальнейшие события как будто посмеялись над таким названием. Во время кампании по укрупнению районов село Крепкое решили ликвидировать, а уже обосновавшихся тут послевоенных переселенцев распределить по другим селам Бахчисарайского района. К началу 1970-х годов село окончательно обезлюдило, и его добротные каменные постройки были разобраны на стройматериалы.
Единственным напоминанием о том, что здесь на протяжении столетий жили люди, остались лишь руины одинокой башни на высоком скальном мысу у въезда в ущелье. Местные жители называли это сооружение Кыз-Кулле, то есть Девичья башня, и рассказывали легенды о красавицах, якобы обитавших в древности за ее стенами. Но крымско-татарский ученый Усеин Баданинский считал, что Кыз-Кулле было лишь искажением первоначального названия Коз-Кулле, то есть дозорная башня. И действительно, в отличие от легенд о девицах, такая версия вполне может иметь реальное обоснование, ведь со скалы, на которой стоит эта постройка, глазу открывается широкий простор, что позволяет надежно вести дозор и вовремя заметить любого противника. Эта башня – не что иное, как бывшие крепостные ворота. По узкому хребту скалы к ней ведет высеченная в камне дорога с бортиками и ступеньками. Перед самым въездом дорога обрывается. Это ров, через который можно было проехать лишь по откидному деревянному мосту. Вырубки для моста до сих пор можно различить в скалах у подножия стен. В прошлом это сооружение было, по-видимому, несколько выше и вдобавок имело зубцы наверху. Кроме того, к восточной ее стороне примыкала еще и каменная стена, для того, чтобы сделать плато за башней уж совершенно неприступным местом. Треугольный обрывистый утес по другую сторону въездных ворот и являлся крепостью. Помимо въездной башни и стены, на плоской вершине утеса стояло несколько деревянных построек и небольшой храм. Здесь хранилось и оружие. Так, например, археологи обнаружили на утесе запас каменных ядер для камнеметательных машин. В этой крепости жители и правители Черкес-Кермена могли укрыться в случае нападения противника. Но в конце концов крепость все же не выдержала натиска. Тонкий слой земли на этой скале содержит большое количество угля, и взяться ему неоткуда, кроме как от грандиозного пожара, в котором когда-то горели стоявшие тут на плато деревянные постройки. К какому историческому событию отнести это пожарище? То ли к походу в Крым войск Тамерлана против Тохтамыша в конце XIV века, то ли к завоеванию султаном Мехмедом II Крымской Готии в 1475 году, не вполне ясно. Но так или иначе, однажды крепость не устояла и была разрушена. Теперь пустые проемы ее ворот, открытые всем ветрам, зияют на высокой скале у бывшего въезда в село. Башня Кыз-Куле одиноко возвышается над опустевшим ущельем, словно памятник древнему селению Черкес-Кермен, что просуществовало здесь многие столетия, а в 20 веке исчезло с карты Крыма.